Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные гаремные гадания из Турции для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления. Мои дорогие, если вам видео понравилось, если было видео полезно для вас, не забудьте отметить его лайком. Огромное спасибо всем тем, кто пишет хорошие, добрые комментарии. Ну и земной поклон и мои мольбы за те, кто делает донаты моему каналу. Дай вам Бог 1000 миллион раз больше, чем вы помогаете мне. Тема сегодняшнего гадания звучит так. Что происходит у вас за спиной? Чего не знаете? Какие события, люди на вас влияют? Мои дорогие, пожалуйста, посмотрите на песочек мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Что происходит у меня за спиной? Чего я не знаю? Какие люди и события на меня влияют? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую нужную, самую полезную и самую важную информацию. Итак, что же происходит у вас за спиной? Что происходит за спиной у моих зрителей, у тех, кто зашел на мое гадание? Что происходит у вас за спиной? Так, ну у вас за спиной происходит очень много разговоров. Очень много людей о вас говорят, обсуждают, вашу жизнь обсуждают, вас обсуждают. Кто-то очень, знаете, вот прям душа у человека за вас болит, человек за вас очень сильно переживает. Разговоры очень душевные. Знаете, тут я даже не удивлюсь, у кого-то может быть там мама, бабушка, там в храм ходит, за вас молится, да, а у кого-то вот прям люди говорят, вот да, человек, вот как помочь, там, человек хороший, добрый, да, хотел бы там общаться, дружить, вот такие вещи происходят. То есть явно есть люди, которым вы неравнодушны, которые за вас очень сильно переживают. Но есть и те, кто вам очень сильно завидует. Смотрите, вот есть люди, которые в вашу сторону смотрят, а есть, которые в обратную от вас сторону смотрят. И что самое интересное, те, которые смотрят в обратную сторону, их больше, но они, ну как скажем так, прячутся под личиной друзей, там, знакомых, соседей доброжелательных. То есть, знаете, вот есть такие люди, которые вы спрашивают у вас, типа они интересуются вашей жизнью, там, типа как вы, что вы, как дела, чем могу помочь. Вы, например, людям там рассказываете о себе, они тут же бегут там эту информацию в другое место, там, ну, относят, рассказывают, да, вот у них как такое увлечение, хобби, да, сплетники, вот, сплетники люди. И здесь, честно, тут как бы вы сами провоцируете эту ситуацию, потому что вы, ну, человек, который не привык жаловаться. Вот я смотрю на вас, вы вот очень цельный человек. Вот смотрите, вы человек, да, который вот пришел на это гадание. Вот такая красивая большая лампа, в которой есть огонь. Вы вот как эта прекрасная лампа, вы горите жизнью, горите будущим. Несмотря ни на что, вы сохраняете в себе внутри этот свет. И люди, смотрите, они все тянутся на этот свет, потому что вы их привлекаете своей независимостью, своим каким-то суждениями, взглядами на жизнь, каким-то, вот не знаю, правильным поведением, какими-то, может, моральными ценностями. Понимаете, вы необычны для своего окружения, необычны для того места, где вы живете. Вы вот как, ну извините, да, белая ворона, да, и люди к вам в основном тянутся. Одни тянутся с положительным, да, чтобы от вас черпнуть этой энергии, этой мудрости, знания какого-то скрытого, да, сакрального, а другие, чтобы, ну, скажем так, загрязнить вас, да, накидать на вас там каких-то вот грязевых каких-нибудь там бомбочек, да, чтобы вас запачкать, да, чтобы вас искупать в этих вот прям сточных водах их разговоров. Вот такие люди, да. Вы сами по себе необычны, поэтому и внимание к вам повышенное идет. То есть не удивляйтесь, знаете, что вы, ну, у многих вызываете очень живой интерес. У одних это интерес живой, он положительный, у других, к сожалению, отрицательный. Но тем не менее, имеем то, что имеем. Так, знаете, что люди говорят о вас? Что вы
одни люди хвалят вас за то, что вы прекрасная мама, потому что, видите, вот женщина, она в руках вот укрывает маленького ребенка, да, что вы прекрасная мама, что вы там замечательная, что с вас надо пример брать, что таких, как вы, там единицы, да, по пальцам одной руки можно посчитать, а другие, наоборот, находят, что вы какая-то уж слишком там либо щепетильная, либо наоборот там чрезмерно спокойная, что, дескать, дети у вас сами по себе растут, а вы там собой занимаетесь, что, дескать, не может быть так, что она там может и работать, и за детьми смотреть, там, и все у нее хорошо, да, пытаются найти какой-то вот компромат против вас, понимаете, вот люди даже до такого доходят. Причем это кто-то, кто живет с вами рядом. Рядом человек, может быть по соседству, может быть в одном офисе вы работаете с человеком, который там сидит с вами рядом. То есть энергия постоянно соприкасается. И этот человек, это женщина, и у нее прям, знаете, как она так вот при вашем появлении вот прям так кулаки сжимает, что у нее аж костяшки белые, вот прям зубами скрежетит на вас. Вот, надеюсь, правильно сказала. Вы, пожалуйста, в комментарии там напишите, как это слово правильно называется. Скрипит зубами, да, скрипит. Вот такая женщина, противная, злая, завистливая. Она все практически про вас знает. И знает, что вам живется нелегко, и что вы всего добиваетесь сами. Никто вам особо не помогает, что вы вот прям, все на себе тащите. Все она прекрасно знает. Но знает, что вы чистая, что вы светлая, что душа у вас светлая, а она, извините меня, вся там в нечистотах несколько раз покупалась, да, ей просто там нравится плавать, и она этого не хочет замечать, ей проще вам завидовать и проще вас там тихо ненавидеть, скажем так. Вот, так что берегитесь, женщин, не изливайте все свои вот внутренние переживания вот таким вот нехорошим женщинам. Так, еще я вижу у вас с кем-то дорога общая. Вот человек, с которым у вас общая дорога, он вами восхищается, либо она. Вот реально правдиво восхищается. То есть с кем-то у вас одна дорога, вы с этим человеком иногда ходите этой одной дорогой, может быть, иногда общаетесь. Человек действительно восхищается, прям, знаете, как говорится, снимаю шляпу, да, респект и уважение. Вот такая ситуация. Человек, кстати, может, и вам в лицо это говорил, но вы как-то, посчитали, что это там, просто там хороший тон, да. А на самом деле человек правду вам сказал, действительно восхищается. Этот человек вас и в пример ставит своим каким-то знакомым, своей семье. Знаете, вы действительно вот как, такой на пьедестал вы поставлены этим человеком. Так, дети, да, у кого вот дети? Дети тоже о вас, кстати, говорят. Дети говорят о вас, что вы самая лучшая, самая прекрасная, самая замечательная, но уж слишком добрая. Знаете, вот детей не обманешь. Дети видят истинную суть вещей своим детским незамыленным взглядом, скажем так, да. Дети видят, что мама прекрасная, да, либо папа прекрасный, но слишком уж добрый, слишком уж открытый человек, да, и папа или мама пользуются, причем без зазрения совести пользуются люди. И может быть, дети даже вам и намекают, да, у кого дети особенно постарше, могут намекать, могут вам прямо говорить, что, дескать, мама, папа, ну-ка, хватит, прекращайте так себя вести. А вы, конечно же, слушайте своих детей, потому что есть такое, да, изречение: устами младенца глаголит истина, да. Вот понимаете, что если вам детки ваши что-то говорят, советуют, рекомендуют, вы должны прислушиваться, потому что детки видят ситуацию изнутри и снаружи, да, вот их не обманешь, они все четко видят. Так, еще хочу сказать, что есть человек, тут как человек, да, кто-то вот в прошлом был у вас, да, в прошлом, скорее всего, был человек, который, был частью вашей жизни, скажем так, да, и этот человек по каким-то причинам сейчас с вами не находится. Этот человек, он о вас постоянно справки наводит, постоянно о вас информацию получает. Получает он ее не только через интернет, потому что я вижу, человек куда-то смотрит, у него перед глазами вот то ли телефон, то ли что, гаджет какой-то, но и от двух других людей. Это могут быть ваши родственники, могут быть знакомые. Вот с кем-то он общается и от кого-то о вас получает информацию. У этого человека хвост к вам идет. То есть он хотел бы к вам вернуться.
И, скорее всего, он так и поступит. Он будет сейчас наводить справки, готова ли принять, простила ли, да, либо простил. Я попробую вернуться. Вот такая информация идет. Человек придет не с пустыми руками, он придет с какими-то подношениями, с какими-то дарами. Кстати, если у вас такая трудная ситуация в жизни, там, например, денег не хватает, либо, ну, может быть, кредиты какие-то, то человек, ну, может даже вам помочь и избавиться от этих кредитов, от этих долгов, лишь бы вы его назад приняли. Но тут вопрос спорный, да, стоит ли идти на такие жертвы. Потому что человек, вот каким был, таким остался. Он ни капельки не исправился. Да. Если он был, там, скажем, не совсем, ну, не совсем честный, либо не совсем добрый к вам, да, ну, может быть, там, вел себя плохо, может быть, там, обижал вас. Ну, знаете, что он вообще не справился ни в одном глазу. Вот каким был, таким остался. Даже, может, хуже чуть-чуть стал, да, потому что со временем характер только ухудшился у этого человека. Но он вот именно, знаете, по-хитрому будет действовать, будет как-то вас соблазнять, искушать, да, лишь бы в вашу жизнь назад вернуться, да, впрыгнуть в этот последний вагончик и зацепиться, заякориться. Потому что походил по миру, посмотрел людей, понимает, что лучше вас не найти, да, что вы, ну, идеал, просто идеал, который вот он, ну, по глупости, да, упустил. Вот он что он будет думать. Так, еще хочу сказать, что у кого-то есть подружка такая, с темными волосами, с темные волосы и темные глаза. Подружка, либо просто, ну, там, товарищ, да, как это правильно называется, с кем вы там периодически общаетесь, она за вами, ну, скажем так, наблюдает, а потом все, что вы ей говорите, она вот вокруг рассказывает о вас, о вашей жизни, о том, что происходит, что вы там сказали, что вы там подумали, причем приукрашает. Вы должны это знать. Делает она это не со зла, а потому что она вот такая подружка-болтушка, да, любит поболтать, любит приукрасить. И вот, ну, у нее отличительная черта, что она собирает новости, там, о вас новости собирает, идет третьим лицам рассказывает, там она что-то собрала, пришла вам рассказать. То есть у нее такая жизнь, да. Она живет за счет того, что собирает сплухи, грязное белье чужое, стирает, да, вовсю, и все везде вот это вот она на всех углах просто кричит о вашей жизни и, соответственно, там, о других людях. Да? Причем, знаете, она такая, про себя вообще ни слова не скажет. Вообще ни слова. У нее даже будешь в лоб задавать ей вопросы, молчит. Молчит, как партизан. Но если про кого-то другого, пожалуйста, прям расскажет все на свете. Так что, мои дорогие, бойтесь. Бойтесь таких подружек, которые много говорят. Знаете, что они говорят не только о других людях, но и о вас. Причем говорят не в самом лучшем свете, да, вот вас выставляя. То есть где-то даже с осуждением. Вот такая идет ситуация. Что я хочу вам, мои дорогие, сказать. Лично мне нравится вот эта лампа, которая у вас вот прям... Я вот только даже покажу ее ближе. Да? Вот она, прекрасная лампа, в которой горит огонь. Это вы, ваша жизнь. И знаете, тут в лампе здесь цифра 1. Это начало. И знак этот, он означает то, что вас поддерживают высшие силы. Вот как ни крути, высшие силы, они на вашей стороне, они не с вами, они вас защищают, оберегают и вас ведут. Да, пусть дороги, которые они выбирают для вас, не самые короткие, не самые приятные, не самые светлые. Но знайте, что вы не одиноки в этом мире. У вас есть своя задача, своя программа, и вас ведут именно той оптимальной дорогой, которая поможет вам эту задачу, эту программу исполнить. Мои милые, у многих девочек скоро будет приятная и неожиданная новость. Вы узнаете, что беременны, да? Либо кто-то узнает, что скоро там станет бабушкой, тетей, сестрой, не знаю. Даже такое может быть. Мои милые, это, наверное, самое приятное событие, которое на вас повлияет. Потому что действительно вы поменяетесь благодаря этому. То есть вам, ну, понятно, да, если женщина забеременела, то есть уже как ни крути, придется меняться. А если, например, там стать бабушкой впервые, либо стать тетей, либо стать сестрой. Понимаете, это настолько приятно будет для вас, вы прям будете готовиться, вам будет хотеться быть лучше, светлее, будете вот прям там, не знаю, литературу может какую-то читать, может как-то будете там, не знаю, какие-то, может, даже консультации брать у кого-то. Знаете, это событие вас
зарядит необычной энергией на много-много лет вперед. Мои дорогие, мне песочек понравился, мне нравятся знаки, которые я вижу. Берегитесь болтливых людей и берегитесь тех, кто из прошлого пытается назад дорогу сделать. И запомните, если человек был плохим, то по мгновению волшебной палочки хорошему не станет, потому что волшебных палочек практически и не существует. И есть еще такая пословица, да, горбатого только могила исправит. Вот это как раз о людях из прошлого. То есть не бывает чудес, не бывает такого, что человек там в один момент из там гадкого утенка, да, превратился в прекрасного лебедя. Нет, это бывает, но крайне редко, крайне редко. Вот именно для всех, практически для всех, может там 99,9, у кого человек из прошлого будет возвращаться, знаете, что не поменялся. Мало того, что не поменялся, даже может быть и хуже стал. Вот так вот, мои дорогие. На этом гадание мое закончено. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.